Совет судей России по информатизации и автоматизации работы органов правосудия впервые собрался во Владикавказе. В его состав вошли председатели верховных и областных судов из нескольких регионов России. На заседании коллегии обсудили проблемы и результаты внедрения программ по информатизации. Нововведение является одним из главных направлений реформы судебной деятельности. Оно позволяет достигнуть нового уровня открытости и доступности правосудия, а также способствует реализации конституционных прав граждан на судебную защиту. Работа комиссии продлится до 22 августа. Данное мероприятие проводится в рамках тех мероприятий, которые проходят у нас в Российской Федерации по исполнению требований 262 федерального закона Российской Федерации и в рамках государственной автоматизированной системы Газправосудия. Рейд по машинам с иностранными номерами провели сегодня инспекторы ГИБДД и представители таможни. Мероприятие связано со вступившим в силу законом, согласно которому владельцы машин с зарубежными номерами обязаны иметь при себе документы таможни о временном ввозе. В случае отсутствия справки нарушителю грозит штраф до 2500 рублей с возможной конфискацией автомобиля. По статистике, только за 7 месяцев было совершено свыше 50 дорожно-транспортных происшествий с участием иностранного транспорта. Инспекторы надеются, что с нововведениями проблем с подобными автомобилями станет меньше. Это постановление дает возможность как сотрудникам госавтоинспекции, так и сотрудникам таможни совместно проводить рейдовые мероприятия и принимать меры административного воздействия к водителям, которые управляют транспортными средствами, зарегистрированными в иностранном государстве. В Северной Осетии задержаны нелегальные мигранты из Вьетнама. Несколько лет 12 иностранцев незаконно работали в республике и проживали в садоводческом товариществе «Ристон». Нарушители жили в условиях полной антисанитарии и пожароопасности. У некоторых из них на руках были грудные дети. Сейчас им грозит штраф до 5000 рублей, а также административное выдворение за пределы России. В настоящее время в отношении задержанных проводятся мероприятия по установлению личности. В настоящее время отмечается проблема идентификации нарушителей режима пребывания, а также последующего выдворения за пределы России. Совместно с миграционной службой с 2012 года выявлено более 650 лиц, пребывающих в Российской Федерации в нарушении установленных норм. Сказки на осетинском языке прочли ребятам из детских садов 27 и 64 во время Тихого часа. Мероприятие провела творческая группа «Прогриди», участники которой призывают приобщать детей к родному языку и культуре с раннего возраста. Увлекательные истории сопровождала на арфе солистка группы «Кона». Впереди у организаторов еще одна акция. Публике покажут сценические постановки лучших осетинских сказок. Все желающие смогут увидеть их в исполнении актеров театра юного зрителя «Шаби». Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха. Суть данной акции заключается в том, что ребенок должен с малых лет знать свой родной язык. Он должен даже сны видеть на своем родном осетинском языке. И когда у ребенка есть база осетинского языка, вот с такого маленького возраста, то вероятность того, что он не забудет этот язык, уже будучи взрослым, самостоятельным, рассудительным человеком, намного велика. Thank you.